О самых заметных событиях пятницы, 15 июля, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. Более 500 человек эвакуировали из подтопленных сел Верхоянского района. На месте работают спасатели, помогут и стройотряды студентов. Развитие до 30-го года. Глава Якутии работает в Алданском районе. Подписан знаковый документ. Расскажем главное. В Якутском медколледже продолжается прием документов от абитуриентов. Сколько бюджетных мест доступно в этом году? Оздоровительный лагерь мужества в Нерюнгринском районе встречает вторую смену. Тема сезона – искусство, театр и детство. Уникальный опыт для будущих профессионалов. Футболисты из школы «Спартак Юниор» провели совместную тренировку с гостем из Индии. Из подтопленных населенных пунктов Верхоянского района в поселок Батагай эвакуировали всего 501 человека, в числе которых 169 детей. Из них 64 ребенка доставлены в детский летний оздоровительный лагерь «Сосновый Бор» в Якутске. Также в столице развернуты 3 детских оздоровительных лагеря вместимостью более 440 человек. Межведомственная опергруппа продолжает работу в Верхоянском районе. Доставляют населению продукты питания и питьевую воду на маломерных судах. Спасатели оказывают адресную помощь населению. Также работает вертолет Ми-8 МЧС России. Кроме того, в случае ухудшения обстановки в готовности к убытию аэромобильная группировка ведомства. Это 90 человек. Сегодня идет постоянный контроль, дежурство, дамбе, дороги, которая отсыпана силами подрядчиков самого поселка Батагай. Пока плотина, значит, пока дамба оболования держит воду, по местам, где просачивается, где были первые поры фильтрации, там усиливает. Бойцы стройотрядов СВФУ также помогут в ликвидации последствий паводка. Сегодня 2 отряда из 20 человек вылетели из Якутска в Верхоянский район. В течение месяца студенты будут помогать пострадавшим семьям, заниматься ремонтно-восстановительными работами, строительством изгородей и благоустройством. Напомним, Министерству молодежи поручено организовать отправку стройотрядов, отработать механизм финансирования их работы, активно привлекать местное население. В первую очередь ребята будут работать, конечно же, в помощь одиноким людям, пожилым гражданам, людям с ограниченными возможностями здоровья. Район сегодня ждет, главы наслегов тоже ждут, организовывают они работы по ихнему размещению, питанию, инструменты и так далее. Ребята готовы, думаем, что с завтрашнего дня работы уже полностью должны начаться. И надеемся, что помощь будет достойно оказана жителям Верхоянского района. Тем временем Общественная палата Якутии продолжает сбор гуманитарной помощи для пострадавших от дождевого паводка сел в Верхоянском районе. Благодаря отзывчивости жителей республики собрано достаточное количество продовольствия и теплой одежды. Общественники призывают якутян помочь снабдить нуждающихся первостепенными принадлежностями. На своих экранах вы можете видеть перечень необходимых вещей. В основном это резиновые сапоги, спецодежда, средства личной гигиены, детское питание и медикаменты. Вода уходит из деревень, и существует проблема в том, чтобы поработать на тех участках затопления. Необходимы обязательные резиновые сапоги, камуфляжная одежда. Говорят, очень много комаров, поэтому сетка Макарова или же какие-то другие виды для защиты от комаров. Обеззараживающие таблетки, потому что вода вся загрязнилась, детское питание, также памперсы. Глава республики Айсен Николаев с двухдневным рабочим визитом находится в Алданском районе. Главная тема повестки – социально-экономическое развитие, первенство промышленности Якутии. В детали погрузился Руслан Павлов. Глава республики Айсен Николаев прибыл в Алданский район не с пустыми руками. Он привез указ о реализации программы социально-экономического развития территории до 30-го года, который здесь же и подписал в присутствии актива района.
Безусловно, сейчас район нуждается в новом импульсе для того, чтобы не только вернуть себе такие лидерские позиции по ряду направлений, но и выйти уже на новые, скажем так, этапы промышленного развития, социального развития и, самое главное, обеспечить достойную жизнь людей, которые здесь проживают в Алданском районе. Основным направлением программы являются развитие производства, строительство и модернизация объектов ЖКХ, социально-культурной сферы, укрепление агропромышленного комплекса и сельского хозяйства, возведение жилья. Программа развития направлена на создание новых сфер производства и рабочих мест, в том числе в малом бизнесе, а также на повышение уровня доходов населения. Конечно же, мы ждали подписания данного указа и надеемся, что реализация этого указа даст нам возможность развивать социально-экономическое положение в нашем Алданском районе. Мы не забыли в этом указе указать и газификацию наших населенных пунктов, в том числе и города Алдан. Также он предусматривает и программу переселения из ветхого аварийного жилья. В ходе визита глава республики посетил социальные и промышленные объекты в Алдане. Одним из таких мест стал цех по производству контейнеров для перевозки железнодорожным транспортом сжиженного природного газа и нефтепродуктов. Сейчас продукция цеха проходит испытания для сертификации, а сам проект является уникальным. Пока работает 26 человек, но планируется увеличение до 55. Это мы выйдем на полную производительность, 10 контейнеров. И да, используются полуавтоматы, автоматы. Часть технологической цепочки будут выполнять роботы, поэтому очень высокотехнологичное производство у нас. Отдельное внимание Николаев уделил лидерам золотодобывающей отрасли района. Ильдархан выразил особую уверенность, что именно золотодобытчики, как градообразующие предприятия, продолжат наращивать не только производственные успехи, но и социальную поддержку в местах пребывания, показывая пример самоотверженного труда и вклад в развитие района и региона в целом. Уверен, что эти компании, которые на самом деле отличаются высокой социальной ответственностью, конечно же, примут самое активное участие и в реализации своих программ. Вместе с тем, указом определено создать вот здесь, вот на территории района, Алданский промышленный кластер, где кроме золотодобывающих предприятий обязательно будут и новые производства, которые, конечно же, будут играть очень большую роль в развитии экономики не только Якутии, но и всего Дальнего Востока. Завтра Айсен Николаев посетит агропромышленные объекты и поздравит металлургов с профессиональным праздником на торжественном мероприятии в Куранахе. Руслан Павлов, Алдан. Военный комиссариат Якутии объявляет о наборе граждан на военную службу. Кандидатами для прохождения военной контрактной службы могут стать граждане до 50 лет, годные по состоянию здоровья и имеющие образование не ниже основного общего. Для заключения контракта можно обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту в Якутске. Следующий призыв пройдет в установленные сроки с начала октября до конца декабря этого года. Человек, прослужив 10 лет минимум в вооруженных силах, может спокойно вступить в программу ипотеки военной и приобрести себе жилье уже в собственность. Это один из моментов. А при расположении воинской части в гарнизоне есть у нас и общежитие, есть предоставление жилья служебного, и также есть еще категория так называемого поднаем жилья. То есть военнослужащий, прибыв в воинскую часть, может воспользоваться одним из трех вот этих способов обеспечения жильем. Также в северных районах у нас предусмотрены выдача пайка. Кроме того, денежное довольствие, на сегодняшний день это не секрет, что военнослужащие по контракту получают достойное денежное довольствие в зависимости от региона, в зависимости от воинской части, где проходят службу. В Якутском медколледже продолжается прием документов от абитуриентов и их законных представителей. На грядущий учебный год выделено почти 600 бюджетных мест. Прием ведут 8 филиалов учебного заведения по 8 специальностям. Подробности далее. В медицинском колледже состоялась встреча абитуриентов с приемной комиссией. Абитуриенты узнали историю освоения колледжа, первых выпускников и систему образования. Правила приема у нас изменены. То есть мы смотрим абитуриента разносторонне. Не только с среднюю оценку аттестата, кроме это их достижения, как баллы идут, их обучение дополнительно по медицинскому. То есть смотрим мотивацию, их участие в научно-практической конференции, спортивные достижения, художественная самодеятельность. Все это учитываются балла и выходит средний балл, все это набраны в сумме.
Информация о работе приемной комиссии доступна через портал образовательных услуг, также через сайт колледжа. Абитуриенты смогут подать пакет документов в очной форме и также через сайт. В этом году мы набираем, также принимаем очно. Также вы можете отправить и дистанционно через портал образовательных услуг, да, и через наш сайт. 597 бюджетных мест, да, и открылась у нас новая специальность – медицинский массаж. Это для лиц, ограниченных по состоянию здоровья зрения. Для тех, кто планирует поступать, ждут по 8 направлениям, в том числе набирают по 8 отделениям учебного заведения. Востребованными направлениями среди абитуриентов являются лечебное дело, лабораторная диагностика, естественное дело. И в этом году мы информацию получили о приемной комиссии социальных сетей и решили вот в этом году подать свои документы. Вот решил сын подать на стоматологическое отделение. В текущем году зачисление в колледж возможно только при подаче оригинала документа об образовании. Прием оригинала аттестата будет до 24 августа. Предварительный список будущих студентов выйдет 19 августа. Алексей Степанов, Григорий Хлопков, Якутск. От идеи к действиям под таким девизом завершился второй республиканский конкурс «Директор года». Приняли участие победители муниципальных этапов из Горного, Хангаласского, Кобяйского и Тампонского улусов. Конкурс ориентирован на поиск талантливых и эффективных руководителей общеобразовательных организаций. В состав жюри вошли представители Министерства образования, образовательных учреждений и почетные педагоги. Жюри оценивало профессиональный уровень, управленческие качества, а после подведения итогов титул «Директор года» получил руководитель Актемского научно-образовательного центра Мичил Логинов из Хангаласского района. Победители и лауреаты представят нашу республику на всероссийском конкурсе «Директор года». В конкурса входит то, что директор должен знать, естественно, законодательство Российской Федерации. Он должен понимать те стратегические вещи, которые закладываются правительством Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации. Ну и, конечно, он должен быть коммуникабельный. Цель данного конкурса – это распространение опыта, педагогического опыта. То есть директор должен показать себя как менеджер, как лидер, какие технологии и методы он использует в своей работе. Узнать о мужестве якутян в тылу, героях Великой Отечественной войны, увидеть военные артефакты и ознакомиться с биографией якутских снайперов теперь можно в парке «Патриот» Московской области. На территории музейной площадки торжественно открыли интерактивную выставку «Якутская ССР в годы Великой Отечественной войны». Из залов экспозиции передает Айсена Бурдашова. Здесь вы можете прочитать про историю создания в трассе «Мужество Аляска-Сибирь». Перегоночная трасса Аляска-Сибирь – одна из слагаемых победы. Именно она в годы войны обеспечивала перегон авиационной техники из Аляски через Якутию в Красноярский край. Доставила почти 8 тысяч бортов. И именно она первой встречает посетителей выставки. Какой вклад был сделан в Великую Отечественную войну? Трасса мужества, как и вся экспозиция, реализована на средства гражданской инициативы. Мы выиграли грант в 2021 году на сумму 1,4 миллиона рублей. Грант на постройку данной экспозиции в трассу мужества Аляска-Сибирь. Всего же на выставке разместились 4 тематических зала. Так, особый раздел посвящен знаменитым якутским снайперам. А это кинозал павильона, погружает в атмосферу военных лет. Ну и в самом просторном зале выставки представлена информация о якутянах в тылу. И не случайно главным экспонатом стал танк Т-34. Ведь во время Великой Отечественной войны на пожертвование жителей республики было построено 2 танковые колонны из таких Т-34. Кстати, в скором будущем этот макет заменят на настоящий серебряный. Эта идея, которая родилась среди якутской молодежи, она будет побольше, раз в 10, чем сегодняшняя модель. И она будет из чистого серебра, она будет здесь представлена как сокровище в память о гражданском подвиге, который совершили наши предки в тылу. Победа ковалась в тылу. Эта фраза красной нитью проходит по всей выставке. Якутия в годы войны снабжала страну продуктами, одеждой и полезными ископаемыми. Наши труженики отправили на фронт десятки пудов мяса, 400 тонн рыбы, целых 4 эшелона с продовольствием. Трудовой подвиг якутян тяжело переоценить. Для парка «Патриот»
и тоже развития, а для посетителей дает более широкую картину того героизма, того подвига. Это все-таки живое, это люди, это эпоха, которую надо чтить, помнить. Павильон на самом деле является довольно важной частью для сохранения нашей исторической памяти. Старт пилотной экспозиции состоялся в мае этого года, и менее чем за 2 месяца его уже посетили более 1000 человек. С момента торжественного открытия выставка также продолжит работу. На постоянной основе будет рассказывать о подвиге якутского народа в годы Великой Отечественной войны. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Кубинка, Московская область. Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Мужество» встречает вторую смену. Нерюнгринские школьники в возрасте от 7 до 15 лет там не только отдыхают и развлекаются, но и развивают свои творческие способности. Этот сезон так и называется «Искусство, театр, детство». Продолжит Ирина Жданова. Мы 12 отрядов, и в каждой свой девиз, свое название и даже свой тотем. Дети у нас перевоплощаются в актеров, и юных театральных мастеров будут ставить свои спектакли, свои сценки. Собственно говоря, на закрытие они представляют, каждый отряд представляет свой, так скажем, этюд, свой мини-спектакль, в котором поучаствуют все дети из отряда. То есть дети на второй смене у нас развивают свои творческие, креативные способности, артистизм, умение выступать на сцене, навыки публичного выступления и все в этом роде. Каждая смена длится 21 день. Программа сезона насыщена разными спортивными, познавательными и развивающими мероприятиями. Вожатые лагеря в течение всего учебного года проходили тщательную подготовку и занимались разработкой планов, причем у каждого воспитателя свое направление. Перед открытием лагеря проводились ремонтные работы, естественно, обновлялись корпуса, ремонт столовой, все ежегодные запланированные мероприятия. Конечно, подготовка педагогического состава длится у нас с сентября месяца. То есть вожатые готовятся у нас заранее к смене. Проходят курсы, посещают всероссийские детские центры. И все традиции мы воплощаем здесь, в лагере «Мужество». В этом году в первую смену лагерь принял 250 ребят. Вторая смена составляет 297 человек. Многие из них уже не в первый раз отдыхают в лагере, и почти все они хотят вернуться сюда вновь. Мне здесь нравится то, что мы просто целыми днями гуляем, репетируем всякие наши номера на сцену. И здесь очень нравится, тут хорошие воспитатели, вожатые, очень интересно, ищут подход к каждому ребенку. Интересные игры, веселые, постоянно всякие конкурсы. Мы также играем в настольные игры, рисуем, делаем всякие поделки, и все это происходит совместно. У нас были квесты, которые мы проходили в прошлом сезоне, в первом сезоне. Мы заняли первое место, и у нас было звание лучшего отряда. После этого, когда мы все разошлись, все плакали по окончанию первого сезона, но те, кто пошел на второй сезон, не плакали. Но мне все равно было жалко, потому что многие мои друзья уходят, и это очень жалко. Каждый год в лагере разная тематика. Этот сезон направлен на развитие творческого потенциала. Не обходится и без спортивных состязаний. Также в программе игры, квесты, конкурсы и, конечно, новые знакомства и незабываемые впечатления. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Юбилей 85 лет сегодня отмечает государственный деятель, заслуженный работник народного хозяйства, лауреат госпремии имени Аюнского, отличник госслужбы Климент Корякин. Он стоял у истоков образования республики. Под его чутким руководством в столице возвели высшую школу музыки, государственный цирк, хореографическое училище, медцентр и другие значимые объекты. В адрес Климента Кирилловича Корякина прозвучало много поздравлений и теплых слов от его коллег, соратников и друзей. Климент Кириллович – это яркий пример государственного служащего нашей республики, команды Михаила Климовича Николаева, первого президента нашей, которые истории государственной восстановления сыграли в современной истории основополагающую роль. Это действительно государственник.
очень положительный человек. Климент Кириллов сегодня, как говорится, встречает свой юбилей достойно, работает. И он всегда, значит, встречается с молодежью, дает свой богатейший опыт, советует. Поэтому, конечно, мы ему желаем прежде всего здоровья. Далее о спорте. Губернатор Приморского края Олег Кожемяка проверил готовность спортивных комплексов во Владивостоке, которые примут 7-е международные игры «Дети Азии». Контрольные мероприятия прошли при участии представителей профильных органов исполнительной власти и оргкомитета соревнований, рассказывает Лидия Гасанбалаева. Первым объектом, который посетил глава региона, стал Всероссийский детский центр «Океан». Во время проведения во Владивостоке международных игр «Дети Азии» здесь будут проживать более 1500 участников. Это сами спортсмены, их тренеры и сопровождающие. Для каждого уже подготовлены места для проживания. Питание организовано в местной столовой. Меню для участников игр разработано и согласовано с управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю. Мы впервые будем принимать соревнования такого уровня. Это для детей. Первые соревнования, которые будут проходить в городе Владивостоке, в Приморском крае. Будет 15 стран участников, 8 регионов. Здесь наших, Дальневосточного федерального округа. Многие объекты готовы, многие объекты высокой степени готовности. Доделаются последние штрихи с тем, чтобы уже 28 числа состоялись торжественные открытия. Еще одной площадкой для проведения соревнований станет концертно-спортивный комплекс «Фетисов-Арена». Здесь состоятся церемонии открытия и закрытия игр. Оба мероприятия обещают стать грандиозными и по уровню проведения, и по масштабу. В Фетисов-Арене развернутся соревнования по вольной игре, каримской борьбе, хапсагай, самбо, художественной гимнастике и боксу. Всероссийский детский центр «Океан» и все сотрудники, мы этот день уже ждем, когда ребята приедут. У нас сейчас мы проводим и совещание, и тренировку для того, чтобы наша первая задача – это обеспечение детей безопасности, чтобы им было здесь комфортно, а комфортность зависит от наших сотрудников. Уже утвержден план работы. Все мероприятия, которые будут проходить, мы надеемся, те, которые дети будут у нас в нашей деревне, им понравится, и они еще приедут просто на другую любую смену. Спортивные объекты игр «Дети Азии» готовятся принять спортсменов и гостей из разных стран. На каждом объекте прошли подготовительные ремонтные работы и благоустройство территорий. Например, спорткомплекс «Юность» откроет двери для любителей пулевой стрельбы, а стадион «Динамо» готовится принять легкоатлетов и стрелков из лука. В Олимпийце встретятся команды по мини-футболу и развернутся соревнования по плаванию. А в спорткомплексе «Молодежный» состоятся соревнования по тэквондо, дзюдо и борьбе кураж. Все объекты в максимальной степени готовности. Все работы будут закончены в срок. Напомним, 7-е международные спортивные игры «Дети Азии» состоятся в Приморском крае с 27 июля по 8 августа. Лидия Гасанбалаева, Владивосток. А юные футболисты из школы «Спартак Юниор» сегодня провели совместную тренировку с гостем из Индии. Сандеш Динган, защитник национальной сборной Индии, приехал в Якутск, и руководство школы не могло не воспользоваться шансом и не пригласить футболиста на тренировку. Вместе с юными спортсменами на поле вышел и наш коллега Александр Хавренко. Для того, чтобы играть в футбол, нужно любить футбол. Для того, чтобы играть в футбол хорошо, нужно учиться, и учиться нужно у лучших. Школу юных футболистов «Спартак Юниор» посетил профессиональный футболист, игрок национальной сборной Индии Сандеш Динган. Для ребят было большим удивлением и честью провести совместную тренировку с профессионалом и получить от него несколько полезных советов. Да и самому гостю из Индии было интересно посмотреть на будущее якутского и, возможно, российского футбола. Приятно видеть, что с малых лет у вас дети массово занимаются футболом, что у них с малых лет закладывается любовь к этому виду спорта. Если спортом занимаются с ранних лет, то это влияет на развитие нации в целом. И когда дети начинают тренироваться с малых лет, они вырастают в профессиональных футболистов. Я не знаю, сколько в России таких школ. Надеюсь, так же много, как и в Индии, где при каждом клубе есть детская школа. Я и сам в будущем планирую открыть свою футбольную школу.
Юные футболисты старались показать на поле свои лучшие финты, чтобы впечатлить иностранного гостя. Сандеш с интересом наблюдал за действиями совсем юных спортсменов, одобрительно аплодировал и давал советы. Для детей вообще как присутствие на футбольном, на тренировочном поле такого человека, особенно профессионального футболиста, это большая мотивация в дальнейшем, большой стимул. Все равно ребята, если даже они не знают, кто находится, но при этом профессиональный футболист, это, во-первых, эмоциональный фон повышается очень сильно, и ребята уже, как вы видели, сегодня задавали вопросы, и очень хорошие вопросы именно в плане футбольной ментальности, то есть в этом плане, поэтому я считаю, что присутствие таких гостей – это большой толчок к развитию наших юных футболистов. В плане руководства школы как можно чаще привозить в Якутск гостей из российских клубов и из-за рубежа. Для поддержания у юных футболистов боевого духа и демонстрации примера, что если захотеть и много работать, то и они смогут со временем стать игроками профессиональных клубов. Александр Хавренко, Артем Алексеев, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и удачных вам выходных.